Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за вашу обратную связь, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, что он от вас скрывает. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная картинка. Ну, во-первых, в венце вышло сердце, его сердце. Знаете, как скрывает то, что он вас любит, скрывает свою любовь к вам. Ну, либо он скрывает проблемы с сердцем. Может быть, у него сердце больное, либо шалит. И он это все от вас скрывает. Ну, вы все разные, у каждой по-своему отыграется. Мне вообще везет, что он скрывает свою любовь, свою истинную любовь, либо и силу своей любви он от вас скрывает. Прям плохенько ему, плохенько девочке. Что-то он не в лучшей форме. Либо чахнет из-за любви к вам. Так, ну, отсыпочка, кстати, очень такая откровенная идет. Немножко скандальная, но... Ну, что есть, да, мужчина решил ничего не скрывать. Так, смотрите, здесь в корне рисунка он показывает свое истинное отношение к себе и к вам, да, к тому, что между вами происходит. Он показывает себя как такого рыбачка, захудалого, в маленьком таком суденышке, лодочке, с маленькой удочкой, такой весь блекленький, чахленький, бесперспективный. И вот ему удалось поймать, ну, просто золотую рыбку, волшебную золотую рыбку. Это его отношение к вам. То есть себя он явно на вашем фоне, так, знаете, на где-то 105-й план убирает, а вы для него золотая рыбка. То есть волшебная, необычная, желанная, ну просто красота, украшение его жизни. И вот он как будто бы сам себе поверить не может, да, что ему удалось привлечь ваше внимание, что ему удалось как-то с вами, не знаю, там, познакомиться, в отношения войти, а кому-то удалось даже вас и до брака довести. И вот он все время думает: боже, ну что она во мне нашла? Вот кто я и кто она? Я вот неказистый мужичонка, и она шикарная женщина, мечта любого. Знаете как? И вроде счастлив он, что вы с ним и на него внимание обратили, а с другой стороны постоянно какие-то вот червячки такие, вот сомнения его ковыряют и кусают. Он очень, знаете, вот несмотря ни на что, он очень закомплексованный человек, в себе неуверенный человек. Может быть, он и не виноват в этом, да, может быть, он таким родился, может быть, его так воспитали. Вот ему все время кажется, что он вас недостоин, и что вы такая шикарная, в любой момент можете хвостиком вильнуть, да, и к какому-то другому рыбачку более там состоятельному переметнуться. Вот есть у него такое. Не то чтобы он прям ревнует вас, но он опасается, что вы его бросите, что вы от него откажетесь, что он вас недостоин, что он вас не соответствует. И вы вот в какой-то момент вдруг, знаете, глаза откроете, вы скажете: о боже, с кем я живу, фу, какая гадость, где мои вещи, да, я ухожу. Вот этого почему-то он прям панически боится. Это очень такие деструктивные мысли, с которыми нужно, девочке, бороться. Если вы его любите, если он вам нужен, проговаривайте с ним все, поднимайте его самооценку. Но не так, что прям планочку, да, ему там задрать, либо в космос его запустить, а так, потихонечку, плавненько, там, хвалите его, когда надо. Даже, может быть, какими-то его, ну, не знаю, хорошими поступками восторгайтесь. Ну, так, дозированно, девочки, чтобы не перехвалить. Потому что видите, как у него все тут печально. Вы, значит, золотая рыбка, а он такой чахлый рыбачок на маленькой лодочке. Да,
С самооценкой надо работать. Что он еще от вас скрывает? Ну, мне тут какой-то образ женщины. Женщина, которая пытается на него влиять. Вот он скрывает то ли ее влияние, то ли, в принципе, ее скрывает. Я не вижу, чтобы эта женщина прям была вам опасна, либо она как-то могла его себе забрать. Скорее, как... Может, он зависим как-то от женщины, либо от решений женщины. И вот ему очень страшно, что вы об этом узнаете. Знаете, как он опозоренный будет в ваших глазах. Вот это он скрывает. Может быть, он с мамой советуется по разным вопросам. Либо он очень боится свою начальницу, да, если у него женщина-начальник. Ну, что-то есть такое позорненькое есть. Да? Вот за что ему стыдно. И он не хочет, чтобы вы об этом узнали. Так, еще он скрывает зависть. Но зависть, она уже к вам. Смотрите, девочки, вы обладаете незаурядными способностями. Это первый момент. Второй момент. У вас очень независимый, такой, знаете, независимый и дерзкий характер. У него этого нет. И третий момент. Вы не имеете авторитетов. Вы ни на кого не смотрите, вы ни на кого не равняетесь. Вы идете по жизни ровно так, как вам нравится, как вам хочется и как вам удобно. А он почему-то всегда старается подстроиться под кого-то, на кого-то настроиться, под кого-то подстроиться. Обязательно какие-то примеры, какие-то у него там авторитеты, там старшие, более опытные взрослые люди. Вот он прямо к ним прислушивается. Как зависимый такой, знаете, зависимый от чужого мнения, зависимый от каких-то обстоятельств. Вообще для него очень важно, что в округе о нем думают и говорят. И это для него очень-очень сильно важно. А вы такая нет. Вы никого не видите, не слышите. Вы вот идете напролом, куда вам надо, и вы молодец. И вот этому он завидует. А еще у кого-то из девочек отыграется, что он завидует тому, что вы то ли популярная, то ли успешная. А может быть, вы и популярная, и успешная. Он как, знаете, на вашем фоне, ну, таким сереньким и невзрачным выглядит. Скорее всего, так оно и есть. Но он так и чувствует себя, и видит это. И мне сдается, что так оно и есть. Вы очень привлекательная, яркая женщина, а он такой, ну, среднего сегмента, назовем так. Хотя для вас он представляет ценность, он вам нравится. Вы его выделяете, приближаете к себе, а кто-то вообще выбрал его в мужья. То есть как бы есть, вы что-то в нем рассмотрели. А он смотрит на себя в зеркало и никак понять не может. А что вы там в нем рассмотрели? И что в нем такое особенное есть? Закомплексованный мне мужчина идет. Сейчас я еще на оракуле посмотрю. Это очень плохо, девочки. Очень плохо. И знаете, что я вижу? Что комплексы, они все больше и глубже в нем развиваются. А это, я вам скажу, не шутки. С этим нужно бороться, искоренять, пока возраст позволяет. Мужчина очень закрытый, ну прям очень закрытый. Вы, кстати, девчонки, очень многого о нем не знаете. Если бы у вас была возможность заглянуть к нему в голову, ох. Да. Мужчине по судьбе поменять свою жизнь, поменять себя. Но это очень тяжелая работа. Это, знаете, как себя пополам поломать, да, либо по косточке разобрать, а потом обратно собрать. Он очень сильно к вам тянется, потому что вы сильная. Вы сильная, самостоятельная, самоуверенная. А он на фоне вас, как, ну, я не знаю, грудной младенец. Грудной младенец. У кого-то, кстати, из вас отыграется, что он вас немножко подвампиривает. Ну, не сильно, прям так, не радикально, но потихонечку тянет, да, тянет. Потому что своей энергетики ему явно ни на что не хватает. Но он очень серьезно настроен к вам, в вашу сторону. С одной стороны, да, я хочу, но, о господи, выше попы я не прыгну. Да, постоянно эта мысль, выше попы я не прыгну. Да, какой-то сложный вам персонаж достался. Девочки, если ваш мужчина успешный, такой, знаете, огонь, да, это вообще не ваша отсыпка. Передо мной образ человека очень зажатого, скромного, в себе неуверенного и такого, знаете,
похожего на черепашку, да, если что, там раз ножки, ручки втянула, голову спрятала и сижу в своем панцире. Вот как в себя уходит, как в молчанку впадает. Такой мужчина мне идет. Сложный экземпляр. Сдается мне, что у него действительно какие-то очень серьезные прорехи в воспитании, либо, в принципе, в детстве что-то происходило, да, какая-то жесткость, насилие, может быть, в семье было, потому что его родители били, либо он подвергался каким-то вот таким жестким условиям, вот как будто бы ребенка сломали, психику сломали, как убедили, что он никто, звать никак, что ты не имеешь права иметь свое мнение, что ты там должен быть как все, там, жить в одной системе. Вот. А вы на него смотрите и вроде чувствуете, что душа хорошая, да, что сердце доброе, но не понимаете, почему он такой немножко как рохля, да. Травма детства, почему-то прям травма детства мне идет. Вы его там поспрашиваете так аккуратно, деликатно, да, что там у него в детстве было, и потом делаете правильные выводы. Я бы, конечно, вам советовала этого мужчину сначала показать хорошему психотерапевту, а потом найти такого, знаете, ядреного какого-нибудь там коуча, да, лайф-коуча, и пусть он его немножко там своими методиками перестроит, перенастроит. Этому мужчине нужен мощный толчок. Перенастройка и толчок. Такой, знаете, мне вообще несчастный он идет. Несчастный, как заблудился, как потерялся. Знаете, вот как маленький ребенок в огромном мегаполисе, да, малыш там 2-3 лет. Он как маму ищет. Вы меня простите, но вот идет такое ощущение, что он видит вас не только любимую женщину, не только вот любовницу, жену, но и как немножко даже маму. Маму он вас видит. Ну, по крайней мере, какое-то такое отношение складывается. Он всегда ждет от вас, он всегда смотрит на вас, он всегда пытается уловить вашу реакцию, чтобы вы любили, чтобы вы гордились, чтобы вы не злились на него. Какие-то эмоции странные. Что он скрывает? Скрывает, что он глубоко закомплексованный человек. Вот что он скрывает, девочки. Скрывает, что он вам завидует. Скрывает, что он боится вас потерять. Скрывает, что недостоин вас. Вот что он скрывает. Сказать, что есть какая-то любовница, но я этого не вижу. Может быть, когда-то и была какая-то женщина, но нету ни в сердце, ни в голове, я не вижу. Сказать, что он что-то плохое задумал, я тоже не могу, этого нет. Но вот оно, его сердце, он вам свое сердце отдал. Опять же, смотрите, как в венце показали. Вот он, мужик, который согнулся, да, в какую-то непонятную, какой-то непонятной форме находится, да, там и ножки подогнулись, и спина колесом, и голова квадратная, и ручками за грудь держится. И у него тут вилка, видите, развилка стоит. Он в лодке, и вот она развилка. И вы, смотрите, райская птичка сидит, вот такая прекрасная райская птичка, готовая в любой момент крылышко оп, и упорхнула, оп, и улетела собирать нектар или, не знаю, там, смотреть прекрасные страны, да, летать над прекрасными странами. Вот как он относится. С каким-то даже, знаете, трепетом. С трепетом он к вам относится. Девочки, ну ему явно сейчас погано, причем очень сильно. То ли ему какой-то выбор надо делать, то ли решение принимать. А он прям как дрожит, бедняжечка, дрожит. Плохо ему. Девочки, если есть возможность, присмотритесь. Может, и правда у него сердце болит. Не надо на него давить. Надо просто как-то вот по-ласковому, по-доброму, как с ребенком. Вот, как с ребенком нужно с ним обращаться. Он вам, кстати, очень-очень доверяет. И если вы чуть поласковее будете с ним, то он прям все вам выложит. Вот все, что я вам рассказала, он вам сам все это расскажет. Вот. И очень, кстати, может вам довериться. Он просто, знаете, как закрыть глаза и вслепую следовать за вами. Такая тенденция здесь есть, я ее вижу. Но вы ведь тоже птица-то непростая, да, вы райская птица.
Вы хотите рядом с собой видеть мужчину, ну, в расцвете, да, мужчину сильного, уверенного в себе, ответственного, кто не боится на себя возложить какие-то, может быть, там бытовые вопросы, да вообще, в принципе, вопросы, да, такого, знаете, которые проблемы, как орешки щелкают. Такого вы хотите мужчину. Но, к сожалению, выбрали немножко другого. Может быть, из-за этого у вас какая-то напряженка в отношениях. Либо вы до конца не уверены, ваш ли этот мужчина, да, нужен ли он вам. А он никак понять не может. Он считывает вашу тревожность. И тоже, видите, он стоит, трусится. Знаете, тут либо не мучьте друг друга, либо что-то надо решать. Как в глазах высших сил, пара вы или нет? Это хочу посмотреть. В глазах высших сил вы пара или нет? Ну, смотрите, как высшие силы. Тут такие хорошие, серьезные карты показали. Солнце показали, и дерево, и даже аистов. То есть в целом, да, вы пара, но, возможно, не совсем еще готовы. Готовы к тому, что вы пара. Либо готовы к каким-то серьезным отношениям. Здесь время какое-то должно пройти. Либо вы должны повзрослеть. Кстати, и он, и вы. И он, и вы. Но опять же, да, вот проработать комплексы и вам определиться, чего же вы на самом деле хотите, что вам надо. Да, в принципе, логично. Хорошо, что делать? Что делать? Что делать? Ну, говорить надо о своих проблемах. Говорить надо меняться. Нужно не отдаляться, а наоборот сближаться. Смотрите, вот отдаление между вами, оно критично. Чем дальше вы будете друг от друга, либо чем меньше вы будете общаться с друг другом о наболевшем, о том, что смущает, за что переживаете, тем быстрее отношения ваши сойдут на нет. Но если вы будете говорить о своих проблемах, то между вами все очень-очень сильно поменяется. Вы и доверять друг другу будете, и перед друг другом вы очень раскроетесь. Поэтому, девчонки, все зависит от вас и от вашего настроя. Ну, соответственно, от мужчины. Потому что он тоже должен перед вами открываться. Хорошо, что вы должны для себя знать о том, что он от вас прячет и скрывает. Стоит ли вам вообще опасаться и сейчас, и в будущем, что у него будут какие-то серьезные тайны. Нет, ну вы знаете, тут такие карты идут, что этот мужчина, он надежный, да, потому что башня вышла карта бланки. И знаете, как говорится, что бы там ни происходило, все равно рано или поздно вы обо всем будете узнавать, да, он будет вам все рассказывать, во всем вам признаваться. Он надежный идет, башня вышла, надежный. Мужчина надежный. Просто при правильном обращении, при правильной, да, постановке вопроса, здесь мужчина просто ручным становится. Девочки, надо работать и над собой, и над мужчиной, и над вашими отношениями. Вы в более выгодной позиции находитесь по сравнению с мужчиной, поэтому все-таки как последнее слово, либо последнее решение будет только лишь за вами. Мужчина неплохой, но закомплексованный. Вообще как немножко больной даже, да, потому что комплексы — это же болезнь души. Вот, надо лечить. И если он вам дорог, если вы его любите, если вы его выбираете, хотите быть с ним до конца, ну тогда надо работать над этим. Работать, причем не покладая рук. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.